День добрый, дорогие ребята! Мы продолжаем изучать биологию, и тема нашего сегодняшнего урока – закономерности изменчивости, мутации, их виды, биологическая роль и мутагенные факторы, законы гомологических рядов в наследственной изменчивости, законы Николая Ивановича Вавилова. Таким образом, сегодня на уроке мы изучим основные закономерности изменчивости, познакомимся с наследственной и модификационной изменчивостью, обсудим, что такое мутации и их виды, рассмотрим биологическую роль мутаций и определим роль гомологических рядов в наследственной изменчивости согласно закону Николая Ивановича Вавилова. На предыдущих уроках мы посмотрели закономерности наследственности. Но, как вы помните, еще одним важным свойством живых организмов является изменчивость, которая также изучается генетикой. Настало время поговорить и о ней. Так что же такое изменчивость? Изменчивость – это свойство потомков приобретать отличия от родительских форм. При этом изменчивость вместе с наследственностью представляют собой два неразрывных свойства всех живых организмов. Так, какие же виды изменчивости бывают? Так, можно выделить ненаследственную или модификационную изменчивость. Также эта изменчивость называется фенотипической изменчивостью. Это изменение фенотипа в связи с изменением условий среды, не связанные с изменением генотипа. Кроме того, выделяют наследственную изменчивость, генотипическую. Это изменение фенотипа, связанное с изменением в генотипе. Внутри генотипической изменчивости различают комбинативную и мутационную. Среди негенотипической изменчивости можно выделить адаптивные модификации и неадаптивные. Давайте рассмотрим некоторые виды изменчивости немного подробнее. К наследственной изменчивости относят такие изменения признаков организма, которые определяются генотипом и сохраняются в ряду поколений. Иногда это крупные, хорошо заметные изменения, например, коротконогость у овец, отсутствие оперения у кур, раздвоенные пальцы у кошек, отсутствие пигмента, альбинизм, короткопалость у человека. Чаще же это мелкие, едва заметные уклонения от нормы. Наследственные изменения генетического материала называют мутациями. Мутация, от латинского mutatio, изменение, стойкое, то есть такое, которое может быть унаследовано потомкам данной клетки или организма, изменение генотипа. Термин предложен Гуго де Фризом в 1901 году. До появления представления о мутациях Дарвин называл наследственную изменчивость неопределенной, индивидуальной изменчивостью, подчеркивая тем самым ее случайный, ненаправленный характер и относительную редкость возникновения. Мутации возникают вследствие изменений структуры гена, то есть последовательности нуклеотидов в ДНК или хромосом, и служат единственным источником генетического разнообразия внутри вида. Благодаря постоянному мутационному процессу возникают различные варианты генов, составляющие резерв наследственной изменчивости. Мутации можно объединить в группы и классифицировать их по характеру проявления, по месту или по уровню их возникновения. Принципиальной разницы между мутациями, отнесенными к той или иной группе, нет, так как их объединяют, исходя из соображений удобства. Мутации по характеру проявления бывают доминантными и рецессивными. Большинство из них рецессивны и не проявляются у гетерозигот. Это обстоятельство очень важно для существования вида. Мутации оказываются, как правило, вредными, поскольку вносят нарушения в тонко сбалансированную систему биохимических превращений. Обладатели вредных доминантных мутаций сразу же
проявляются в гомо- и гетерозиготном организме, часто оказываются нежизнеспособными и погибают на самых ранних этапах онтогенеза. Мутации нередко понижают жизнеспособность или плодовитость. Мутации, резко снижающие жизнеспособность, частично или полностью останавливающие развитие, называют полулетальные, а несовместимые с жизнью летальными. У человека к таким мутациям относятся, например, рецессивный ген гемофилии, причем у мужчин он носит полулетальный характер, а гомозиготные женщины оказываются нежизнеспособными, а также синдром Дауна. Кроме того, можно сказать о нейтральных мутациях, которые не оказывают ни отрицательного, ни положительного действия на жизнеспособность организма. Кроме того, мы можем говорить о полезных мутациях, которые в процессе жизнедеятельности дают организму, имеющую данную мутацию, определенные преимущества. Мутации подразделяются по месту возникновения. Мутация, возникающая в половых клетках, не влияет на признаки данного организма, а появляется только в следующем поколении. Такие мутации называются генеративными. Если изменяются гены в соматических клетках, такие мутации появляются у данного организма и не передаются потомству при половом размножении. Но при бесполом размножении, если организм развивается из клетки или группы клеток, имеющих изменения, мутированный ген, как, например, бывает у растений, будет передаваться потомству. Такие мутации называются соматическими. Мутации классифицируют и по уровню их возникновения. Так, выделяют генные, хромосомные и геномные мутации. Давайте рассмотрим каждую из этих групп. Изменения, обусловленные заменой одного или нескольких нуклеотидов в пределах одного гена, называют генными или точечными мутациями. Они влекут за собой изменения структуры строения белков, заключающиеся в проявлении новых последовательностей аминокислот в полипептидной цепи и, как следствие, изменения функциональной активности биологической молекулы. Изменения структуры хромосом называют хромосомными мутациями. Эти мутации могут возникать вследствие утраты части хромосомы или ее дублирования. Если в утраченный участок входят жизненно важные гены, то такая мутация может привести к гибели организма. Потеря небольшой части 21-й хромосомы у человека служит причиной развития у детей тяжелого заболевания – острого лейкоза. В других случаях оторвавшийся участок может присоединиться к негомологичной хромосоме, в результате чего возникает новая комбинация генов, изменяющая характер их взаимодействия. К мутациям относятся также изменения кариотипа, кратное или некратное гаплоидному числу хромосом. Вследствие нерасхождения какой-либо пары гомологичных хромосом в мейозе, одна из образовавшихся гамет содержит на одну хромосому меньше, а другая на одну хромосому больше, чем в нормальном гаплоидном наборе. Такой тип наследования называется анеуплоидия. Слияние с нормальной гаплоидной гаметой при оплодотворении приводит к образованию зиготы с меньшим или большим числом хромосом по сравнению с диплоидным набором, характерным для данного вида. В таких случаях нарушение генного баланса сопровождается нарушением развития. Самый известный пример – это болезнь Дауна у человека. Причина этой болезни – присутствие в кариотипе 3 хромосом 21 пары. У простейших и у растений часто наблюдается увеличение числа хромосом, кратное гаплоидному набору. Такое изменение хромосом носит название полиплоидии. Степень ее бывает различной. У простейших число хромосом может увеличиться в несколько сотен раз. Широко распространена полиплоидия и у высших растений. С увеличением числа хромосомных наборов в
кариотипе возрастает надежность генетической системы, уменьшается опасность снижения жизнеспособности в случае мутаций. В растеневодстве этим пользуются искусственно, получая полиплоидные сорта культурных растений, которые отличаются более высокой продуктивностью. У высших животных, например, у млекопитающих, полиплоидия встречается лишь в некоторых тканях, например, в клетках печени. Также можно выделить некоторые свойства мутаций. Во-первых, мутации возникают внезапно, скачкообразно. Мутации наследственны, то есть стойко передаются из поколения в поколение. Мутации случайны и ненаправлены. Мутировать может любой ген, вызывая изменения как незначительных, так и жизненно важных признаков. Одни и те же мутации могут возникать повторно. По своему проявлению мутации могут быть полезными, вредными, доминантными, рецессивными. Экспериментально мутации вызваны у самых разных организмов, от бактерий и вирусов до цветковых растений и млекопитающих. Кроме лучей рентгена и других форм ионизирующей радиации, мутации могут быть обусловлены химическими и физическими воздействиями, температурой, изменением газового состава, влажности и тому подобное. Влияние, затрагивающее процессы обмена веществ, особенно синтез ДНК, оказывает действие и на мутационный процесс также. Экспериментально вызываемые наследственные изменения носят ненаправленный характер, так же, как и естественные мутации. Возникновение мутаций у организмов имеет важное значение, так как повышает генетическое разнообразие внутри популяции или вида, а также создает материал для естественного и искусственного отбора. Настало время нам с вами поговорить и о комбинативной изменчивости. Изменчивость может быть обусловлена не только мутациями, но и сочетаниями отдельных генов и хромосом, новая комбинация которых при размножении приводит к изменению определенных признаков и свойств организма. Бесконечное разнообразие живых организмов, уникальность каждого генотипа обусловлена в первую очередь комбинативной изменчивостью, перегруппировкой хромосом в процессе полового размножения и участков хромосом в процессе кроссинговера. О кроссинговере мы уже говорили на прошлых уроках. При этом типе изменчивости структура самих генов и хромосом остается такой же, но меняется сочетание наследственных задатков и характер их взаимодействия в генотипе. Комбинативная изменчивость – это источник бесконечно большого наследственного разнообразия, наблюдаемого у представителей любой систематической группы живых организмов. В основе возникновения различных комбинаций генов в генотипах организмов лежит половое размножение, вследствие которого возникает огромное разнообразие форм организмов. Когда же и как возникают новые комбинации генов? Вспомним мейоз. Процесс созревания, преобразования половых клеток. В профазе первого мейотического деления гомологичные хромосомы обмениваются участками. Это первый уровень появления новых сочетаний генов при перекомбинации генов в группах сцепления вследствие кроссинговера. Впоследствии, во время независимого расхождения гомологичных хромосом в первом и во втором делениях мейоза наблюдается фантастическое число комбинаций. Для человека, имеющего 46 хромосом, оно составляет 246 вариантов при учете только одной пары аллельных генов в каждой из двух гомологичных хромосом. Последний уровень проявления вновь образованных комбинаций можно наблюдать при слиянии половых клеток, принадлежащих разным организмам. Из анализа расщепления независимого комбинирования генов, а также их взаимодействия видно, что в результате этих процессов могут возникать новые наследственные признаки, играющие существенную роль в эволюционном процессе, как механизм, обеспечивающий сочетание наиболее приспособленных признаков и свойств для выживания организма. Говоря об изменчивости, важно сказать и о фенотипической или модификационной изменчивости. Так, в чем же проявляется эта изменчивость?
На проявление гена значительное влияние оказывают другие гены, то есть выражение гена в виде признака зависит от генотипической среды. На развитие признака влияет и регуляторные системы организма, в первую очередь эндокринные. Такие признаки у петухов, как яркое оперение, большой гребень, характер пения и тембр голоса, обусловлены действием мужского полового гормона. Введение же петухам женских половых гормонов включает гены, обуславливающие синтез в печени белков, входящий в состав желтка яйцеклетки. В норме эти гены работают только у кур. Следовательно, внутренняя среда организма также оказывает сильное влияние на проявление генов в форме признака. Каждый организм развивается и обитает в определенных внешних условиях, испытывая на себе действия факторов внешних среды, таких, например, как колебания температуры, освещенности, влажности, количество и качество пищи, а также вступает во взаимодействие с другими организмами. Все это факторы среды. Если у гималайского кролика на спине выщипать белую шерсть и поместить на это место холод, можно наложить холодную повязку, то на этом месте вырастет черная шерсть. Если черную шерсть удалить и наложить теплую повязку, вырастет белая шерсть. При выращивании гималайского кролика при температуре 30 градусов вся шерсть у него будет белая. У потомства двух таких белых кроликов, выращенного в нормальных условиях, будет обычное распределение пигмента. Таким образом, изменения признаков, вызванные действиями факторов внешней среды, не наследуются. Вспомним еще одну особенность изменчивости, вызванную факторами внешней среды, о которой мы уже говорили на предыдущих уроках. Листья растения стрелолиста или водного лютика имеют разную форму, в зависимости от того, находятся ли они в воде или в воздушной среде. У всех стрелолистов в воде будут длинные тонкие листья, а у всех растений этого же вида, растущих вне воды, изрезанные. Точно так же под действием ультрафиолетовых лучей у всех людей, если мы не считаем альбиносов, возникает загар, накопление в коже гранул пигмента меланина, хотя у всех будет накапливаться он в неодинаковой степени. Таким образом, на действие определенного фактора внешней среды каждый вид организмов реагирует специфически, а реакция в форме изменения признаков оказывается сходной у всех особей данного вида. Это обстоятельство позволило Чарльзу Дарвину назвать ненаследственную изменчивость групповой или определенной. Вместе с тем, изменчивость признака под влиянием условий внешней среды не беспредельна. Если рассмотреть проявление какого-либо признака в группе организмов, то можно заметить, что степень его выраженности будет различна у разных организмов. Однако большая часть особей будет обладать средним значением изучаемого признака или свойства. И чем дальше отклонение от средней нормы, тем меньшее число особей будет обладать такими же отличиями. Степень варьирования признака, или другими словами, пределы модификационной изменчивостью, называются нормой реакции. Широта нормы реакции обусловлена генотипом и зависит от важности признаков жизнедеятельности организма. В конечном счете, от естественного отбора. Узкая норма реакции свойственна таким признакам, как, например, размер сердца или головного мозга, например, температура тела здорового организма человека. У насекомоопыляемых растений форма и размер цветка. В то же время количество жира в организме млекопитающих, в том числе полнота у человека, изменяется в широких пределах. Кроме того, очень сильно изменчивы размеры листьев у растений. Таким образом, модификационная изменчивость характеризуется следующими основными свойствами. Не наследуется, имеет групповой характер изменений, связана с изменением действия определенных факторов среды, обусловлена пределами изменчивости генотипа. Это означает, что хотя направленность изменений одинакова,
Степень изменений у разных организмов различна. Наследственная изменчивость имеет некоторые закономерности. Изучение этих закономерностей у разных систематических групп растений позволило Николаю Ивановичу Вавилову сформировать закон гомологических рядов. Давайте познакомимся с информационным видео о данном законе Вавилова. Одна из ранних работ Вавилова посвящена гомологическим рядам наследственной изменчивости. Как вы помните, наследственная изменчивость – главный поставщик материала и для естественного, и для искусственного отбора. Вавилов установил, что растения, принадлежащие к эволюционно-родственным группам, содержат одинаковые гены и потому претерпевают одинаковые мутации, приобретая при этом одинаковые признаки. Так, например, у двурядного ячменя колосья бывают белые и черные, и у многорядного – белые и черные. Как у того, так и у другого встречаются колосья без остей, с остистыми придатками, с короткими остями и с длинными остями. Гомологические, то есть родственно сходные ряды изменчивости можно свести в таблицы, охватывающие десятки и даже сотни различных признаков. Не случайно закон Вавилова сравнивают с законом Менделеева. Таблицы гомологических рядов наследственной изменчивости позволяют с уверенностью находить в природе и создавать методами селекции растения с желаемыми качествами. Говоря словами Вавилова, закон гомологических рядов показывает исследователю-селекционеру, что следует искать. Так, закон гомологических рядов Вавилова характеризуется следующими двумя основными положениями. Первое положение. Генетически близкие виды и роды характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов или родов. Чем генетически ближе к друг другу роды и виды, тем полнее сходство в рядах их изменчивости. Второе положение гласит: целые семейства растений в общем характеризуются определенным циклом изменчивости, проходящим через все роды и виды, составляющие семейство. Этот закон был установлен для таких признаков, как окраска зерна, форма стеблей, экологические типы растений и так далее. Важным продолжением или следствием сформулированных положений является то, что у родственных видов, имеющих общее происхождение, возникают исходные мутации, как спонтанные, так и индуцированные. Даже у весьма далеких форм наблюдаются параллельные гомологические ряды мутаций по морфологическим, физиологическим и биохимическим признакам и свойствам. Например, бесшерстность и альбинизм у разных млекопитающих, альбинизм и отсутствие перьев у птиц, отсутствие чешуи у рыб и тому подобное. При этом гомологические ряды мутационной изменчивости биохимических признаков встречаются и у высших организмов, и у микроорганизмов. В основе этого явления лежит биохимическая ценность всей живой природы. Так, давайте подведем итоги сегодняшнего урока. Сегодня мы изучили основные закономерности изменчивости, познакомились с наследственной и модификационной изменчивостью, обсудили, что такое мутации и их виды, рассмотрели биологическую роль мутаций, определили роль гомологических рядов в наследственной изменчивости согласно закону Николая Ивановича Вавилова. На следующих двух слайдах вы можете познакомиться с информационными ресурсами, которые использовались при подготовке данного урока и которые могут быть вам полезны для более углубленного освоения темы. Надеюсь, этот урок был для вас понятным, полезным и интересным. Будьте здоровы! До новых встреч!